Добрый день, уважаемые участники конференции. Рада всех приветствовать. И хотя я вас не вижу, что очень жаль, но я надеюсь, что по ту сторону экрана очень доброжелательная и деловая обстановка. Программа конференции очень насыщенная, и поэтому я надеюсь, что будет интересен не только процесс, но и результат. Результат конференции практикоориентированный, то есть каждый из вас уйдет с конкретными целями, задачами, направлениями реализации вместе, всем вместе, родителям и школе тех задач, которые перед нами стоят. Цели у нас общие. Поэтому я желаю удачи в работе вашей конференции. Последние 10 лет мы активно занимаемся реализацией принципа государственно-общественного характера управления в образовании. И речь идет не только и не столько об управляющих советах, сколько о вовлечении активных граждан, родителей, выпускников, социальных партнеров, школьников, особенно старших классов, именно в активную жизнь и управление образовательной организацией. В школе может быть очень много разных советов, не обязательно один. Ну, пожалуй, только школьных советов, наверное, у нас немного, а вот все остальные советы, которые вы видите на этом слайде, они могут сосуществовать и работать активно в одной образовательной организации. Стратегическим органом, как правило, является управляющий совет. Он вместе с администрацией определяет стратегию развития образовательной организации, реализацию программы развития школы. А дальше все остальные советы, попечительские, наблюдательные, родительские комитеты и иные советы, это могут быть советы бабушек, отцов, они вместе включаются в реализацию этой программы развития. Вот, в общем-то, видение и построение системы государственно-общественного характера управления в образовательной организации. Принципы управления, они основаны на, конечно же, законах. В первую очередь это закон об образовании, где в одной из статей говорится о управлении образовательной организацией на принципах единоначалия и коллегиальности. Но не только в законе об образовании, а в ряде иных федеральных документов, которые вы видите на этом слайде, также зафиксирован демократический, государственно-общественный характер управления, участие общественности в независимой оценке качества, в общественном контроле, в управлении образовательной организацией. Поэтому вы должны знать, что это не идея, не придумка отдельно взятой проектной группы или какой-то отдельного лица, какого-то лидера. Это действительно записано в стратегических документах федерального уровня. Но если говорить о образовательной организации, в первую очередь вы должны обратить внимание на устав образовательной организации. Как я уже сказала, к сожалению, я не знаю, кто по ту сторону экрана, в большей степени это работники образовательных организаций или родители, но обращусь, наверное, к родителям вот в этой части, что, уважаемые родители, прочитайте уставы ваших образовательных организаций. Мы часто получаем письма, вопросы о каких-то конфликтах. Допустим, мы провели выборы, они были признаны недействительными, либо наоборот. В школе были проведены выборы, мы считаем, что они прошли неправомочно. Может ли управляющий совет делать то-то, то-то и то-то? Коллеги, практически в 99 из 100 случаев надо читать устав. Именно в уставе записаны цели, задачи, права, обязанности, полномочия, что очень важно, разграничение полномочий между директором и коллегиальными органами, которые есть в вашей образовательной организации. Многие зоны конфликта, они могут быть сняты, если правильно мы напишем этот документ. То есть это не совсем формальный документ, который принято считать. По нему живет школа. Кроме устава образовательной организации, рекомендуется, чтобы были локальные акты, положения об управляющем совете, о родительском комитете, о выборах, о комитетах и комиссиях. И очень важно такие локальные акты для того, чтобы опять-таки была регламентирована работа коллегиальных органов и не возникало конфликтных ситуаций. Если у вас в школе нет таких локальных актов, вы можете обратить внимание на те школы, где они уже есть. Есть ряд московских школ, на сайтах у них выложены такие локальные акты, особенно среди аккредитованных управляющих советов. Есть такие локальные акты, которые уже были просмотрены и прошли экспертизу юристов, и вы можете
взять их за образцы. Если сложно найти такие локальные акты, вы можете написать нам, координаты в конце будут, и мы дадим ссылки на локальные акты, которые можно взять как образец. Но кроме локальных актов, конечно, важно определить еще правила взаимоотношения между вот эту модель партнерства семьи и школы, администрации и коллегиальных органов. Потому что возникает очень много вопросов о компетентности тех людей, которые входят в коллегиальные органы, и, безусловно, это очень важно, и об ответственности. Это тоже один из важных вопросов, которые поднимаются у нас на семинарах. Безусловно, директор отвечает за все, но нельзя забывать, что когда мы с вами принимаем решения в родительском комитете или в управляющем совете, эти решения, по этим решениям, скажем так, будут жить школьники не только даже сейчас, а может быть решения касаются будущего школы. То есть на нас с вами лежит высокая социальная ответственность за принятые решения. Какой бы вопрос мы с вами не рассматривали, особенно если он связан с развитием школы или какими-то изменениями. Поэтому, когда мы говорим об ответственности членов коллегиальных органов управления, в первую очередь мы говорим о социальной ответственности. И компетентность, как я уже сказала, это очень важно. Компетентность тех людей, которые входят в коллегиальные органы. Поэтому вокруг школы вот эта ромашка, которая показывает, она действительно составляет единое целое. И в коллегиальные органы входят люди со своим опытом, знаниями. Финансы имеется в виду попечительский совет, благотворительность, если есть такая возможность. Если это представители вузов или депутаты, или какие-то очень такие медийные люди, они приходят со своими связями, со своим социальным капиталом. Привлекайте таких людей в школу, потому что действительно их и как родителей, и как личности их интересует в том числе и реализация своего потенциала. А, Те коллегиальные органы, о которых мы говорим, в первую очередь управляющие советы, конечно, они решают вопросы, связанные с развитием школы. Повторюсь, это программа развития школы. Я также рекомендую и родителям, и активным гражданам, кто входит в коллегиальные органы, поинтересоваться, есть ли у вас в школе программа развития. Эту программу развития вы обсуждали, если обращаться к директорам, вы обсуждали вместе с общественностью? Вместе ли вы ее реализуете? Последнее время очень важным вопросом для наших родителей, их активности стало участие в независимой оценке качества образования, которая зафиксирована в 95-й статье. И здесь, вот на этом слайде, вы можете увидеть, с одной стороны, высокую степень активности наших родителей, с другой стороны, конкретные вещи, в которых конкретные примеры по итогам нашего опроса, в которых принимали участие родители. Важно отметить, что мы говорим не о независимой оценке качества образования. Для этого есть профессионалы. И, безусловно, есть независимые тестирования, контрольные, срезы знаний. Мы говорим о качестве образовательной деятельности. И мы видим, что все больше и больше родителей участвуют в вопросах контроля качества питания школьников. Конечно, нужны медицинские книжки, белые халаты, допуски, но у нас очень много примеров, когда родителям удавалось изменить и меню, и калорийность, и поставщиков питания. Есть такие примеры. Питание, безопасность, формирование образовательной среды. Вот здесь общественный контроль и оценка, независимая оценка качества, она очень важна. Мы видим высокие показатели по таким вещам в независимой оценке качества, как опросы, общественные слушания, общественные мониторинги. Последние годы это набирает свою активность. Не хочется говорить популярность, активность. Поэтому, уважаемые коллеги, те, кто работает в школах, если вы хотите проводить какие-то изменения и не знаете, будут ли они одобрены или будут встречены негативно, проводите общественные слушания, вместе обсудите, вместе предложите вашу концепцию, вашу программу. Может быть, вы учтете какие-то мнения. И тогда и сами изменения пройдут более безболезненно. И конфликтная зона уменьшится. И
В процессе реализации, допустим, программы развития или тех изменений, которые вы будете проводить, не забывайте делать вот такие опросы удовлетворенности. Это тоже очень важно. Мы говорим, что школа открытая, но часто она живет по очень четким, закрытым правилам и законам. Что нам скрывать? Ведь очень много информации у нас есть на сайте, в открытом доступе. И поэтому для того, чтобы понять, насколько наш потребитель, нравится нам слово это или нет, удовлетворен предоставленной услугой, опять же, нравится нам это слово или нет, очень многие школы сейчас стали проводить такие опросы. Если у вас нет времени на создание таких опросов, вы можете найти у нас на сайте все опросы, прям вот как вопросы, они у нас опубликованы, вы можете взять их за основу и проводить такие опросы у себя. Все больше родителей у нас участвуют как общественные наблюдатели при проведении ЕГЭ. Активность родителей растет. И если среди вас есть желающие активные родители участвовать в общественном наблюдении, то скоро начнется опять акция по привлечению общественных наблюдателей, по их обучению, поэтому вы можете тоже принять в этом участие. Вот такие конкретные вещи, можно сказать, по опыту работы наших управляющих советов. Если говорить об итогах работы коллегиальных органов, родительских комитетов, управляющих советов, то вот такой слайд у нас есть. Слева вы видите итоги опроса, результаты деятельности. Справа мы просили в ходе нашего исследования ответить на вопрос, кого вы считаете активными родителями. И для нас очень важно, что активными считают себя те, кто готов участвовать в жизни всей школы, для кого интересы школы, они соединяются с интересами своего ребенка. Те люди, которые готовы отдавать часть своего времени волонтерской, добровольческой деятельности для того, чтобы школа развивалась, школа становилась лучше и для своего ребенка, и для остальных детей. И в левой части мы как раз и видим, что вот при такой работе появляется возможность для выражения интересов родительского сообщества, работников школы, то есть всех участников образовательных отношений. Становится более понятной и открытой система принятия решений. Формируются более доверительные отношения между различными участниками образовательного процесса. И возможность высказать свое мнение, и чтобы это мнение было учтено при принятии решений. Вот это наиболее частые ответы на вопросы, что же вам удалось достигнуть в результате такой деятельности. Ну и вот вверху мы видим, повысилась активность родителей и учащихся. С учащимися тоже очень важный вопрос, потому что, проводя семинары для учащихся, членов коллегиальных школьных органов, мы видим, что для них это школа реальных дел. Когда, работая в управляющем совете, в иных коллегиальных органах, когда мы их привлекаем, ребята видят не только, как решаются сложные реальные задачи, но они и видят взаимоотношения, диалог между людьми разных профессий, разных возрастов, разного уровня образования. И для них это очень важно, что они у нас тоже отмечают. Какие конкретные можно привести примеры? В рамках очень короткого выступления, я понимаю, что с экрана сложно смотреть, я хотела бы дать вам ссылку на вот эти методические рекомендации. Летом мы провели большую работу и в открытых источниках нашли более 50 интересных кейсов, сюжетов, примеров, которые касаются работы не только управляющих советов, но и иных коллегиальных органов, родительских комитетов, советов отцов, бабушек. Очень разнообразные формы мы нашли, и мы их описали. Если вы в поисковой системе наберете методические рекомендации по распространению лучших региональных практик вовлечения родительской общественности, вы найдете этот текст, и в приложении вы найдете описание вот практик, которые вы видите слева, и даже большего количества практик, уже с активными ссылками на сайты. И вы можете поинтересоваться. Там описаны и практики Москвы, это 3-4-летний опыт региональной инновационной площадки с аккредитацией управляющих советов, с обучением и школьников, и управляющих. Это интересный опыт
Карелии, родительские университеты. Это интересный опыт Челябинской области проведения региональных онлайн-родительских собраний. Это Тамбовская область, дошкольные образовательные организации, безусловно, опыт в Томской области. Посмотрите, там описаны очень конкретные вещи, знаете, буквально конкретные практики, которые вы можете использовать в своей работе. Наши ресурсы, если кто-то еще не знает, мы приглашаем наш сайт «Общественное участие в управлении образованием». Если у вас есть вопросы, пишите. Есть вот такая рубрика «Консультации». Там сейчас более 100 вопросов и ответов, и, возможно, там уже есть ответы на те вопросы, которые у вас есть, но вы не знаете, кому их задать. Если у вас есть вопросы по работе ваших коллегиальных органов, пишите, мы всегда на них отвечаем. Есть у нас сетевая школа. То есть вы можете пройти обучение по курсу «Государственное общественное управление». Курс есть для новичков, есть для более опытных управляющих. Курс есть бесплатные, платные, с электронными сертификатами и удостоверениями о повышении квалификации. Опять-таки, если среди участников конференции есть работники образовательных организаций, кто хочет получить удостоверение о повышении квалификации по вопросам государственного общественного управления от Московского городского педагогического университета, вы можете записаться на курс номер 1, пройти его, проанализировать работу коллегиальных органов вашей образовательной организации и получить удостоверение о повышении квалификации. Также это могут сделать и родители, кто желает повысить квалификацию по этому вопросу. Поэтому посмотрите более внимательно информацию на нашем сайте. Более оперативную информацию вы можете получать на страничке в Фейсбуке. Если вы еще не подписаны, насколько я могу рекомендовать, я рекомендую подписаться, зарегистрироваться в Фейсбуке и подписаться на нашу страничку, она так и называется «Советы для советов». Там мы даем очень такие короткие фрагменты наших исследований, из наших книг, брошюр. Сентябрь, к примеру, мы посвятили выборам в управляющих совет. И там есть несколько коротких сюжетов для разных категорий родителей, школьников, как проводить выборы, на что надо обращать внимание. Сейчас, на этой неделе, мы публикуем результаты исследований как раз про активных родителей, про участие родителей в общественной жизни школы. Опять-таки, если у вас будут вопросы, вы можете нам писать, и мы нужную вам информацию опубликуем на страничке в Фейсбуке. И наверху есть адрес нашей электронной почты. Вы можете задавать любой вопрос, мы с удовольствием вас проконсультируем. Если хотите, пригласим на наши семинары, курсы, вебинары, которые мы проводим регулярно. И завершая, я хотела немножечко с одной стороны отойти от темы Go, но с другой стороны она связана с ней. Буквально на днях стартовала акция, всероссийская акция «Благодарные выпускники». Более подробно вы можете посмотреть в Фейсбуке, опять-таки набрав в поисковой строке «Благодарные выпускники», или зайдя на сайт www.деньучителя2017.rf. Ребята, которые поддержаны одним из фондов, они организовали такую акцию, то есть выпускники поздравляют своих учителей с Днем Учителя по всей стране. Акция очень хорошо организована, вы можете прочитать о ней на сайте и в Фейсбуке и включить свои школы в эту акцию. Если вы, как родители, мы же все с вами тоже выпускники, поэтому мы можем поблагодарить своих учителей за то, что они с нами сделали, и поздравить их с этим праздником. Вот такой красивый подарок к Дню Учителя. И завершая, уважаемые коллеги, я хочу сказать, что путь наш долгий, не всегда прямой, но на этом финальном слайде есть и наши координаты, и наш путь, когда от отдельных предложений, отдельных взглядов, видений каждого человека, каждого участника образовательных отношений через общее видение, через выработку общей стратегии развития нашей школы, не только выражая ее, но и реализовывая все вместе, мы сможем сделать картинку целой. Вот наш пазл, наша школа, она будет целой такой сбалансированной картиной,
соединение наших общих усилий всех заинтересованных лиц. Я всем желаю удачи, здоровья, терпения. Спасибо вам большое. Всего доброго.